Сегодня в рамках нашей передачи хотим подробнее остановиться на теме прошедшего в конце лета саммита ШОС, события, которое так или иначе имеет довольно серьезные проекции на будущее международных отношений. К такому мнению приходят многие эксперты, анализировавшие итоги саммита. Напомним, что с 31 августа по 1 сентября 2025 года в китайском Тяньцзине прошел ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главными результатами стали принятие Тяньцзинской декларации и учреждение новых институтов, что, по мнению экспертов, знаменует переход ШОС от дискуссионного клуба к созданию реальной альтернативы западному миропорядку. Мероприятие стало самым масштабным за 24-летнюю историю организации. В нем приняли участие лидеры всех 10 государств-членов, а также главы государств и правительств стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Всего более 20 высокопоставленных гостей, включая генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и 2 глав стран НАТО, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Словакии Роберта Фицо. Центральными фигурами саммита стали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпинь и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Повестка была сосредоточена на утверждении долгосрочной стратегии развития блока, укреплении экономического партнерства и координации в сфере безопасности на фоне растущей международной напряженности и торговых ограничений со стороны США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, кстати говоря, в интервью журналистам назвал тройное рукопожатие Владимира Путина, Си Цзиньпиня и Нарендры Моди на саммите ШОС в Тяньцзине яркой иллюстрацией общности интересов России, Китая и Индии. Вот его комментарий. Демонстрация того, что 3 великих державы, представляющие 3 великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы. А интересы заключаются в развитии экономики, в решении социальных задач, повышении благосостояния населения. Все это абсолютно укладывается в общую концепцию той самой тройки РИК, которую еще предрекал Евгений Максимович Примаков в середине 90-х годов, и которая с тех пор сформировалась, состоялось множество встреч, и в настоящее время мы готовим очередной формат тройки, сначала на уровне министров иностранных дел, но потом, я уверен, мы подумаем и о специальном саммите. Там уже такой образ слон-дракон-медведь появился. Слон-дракон-медведь, да. Богат животный мир, богатые фантазии у всех наших 3 народов, которые выбирали, причем без всякого голосования, а идя от жизни, символы своих наций. А по словам президента России Владимира Путина, документы, которые были приняты на саммите, цитата, нацелены на будущее. Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд. Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками, они нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день и не желают заявлять о этом партнерстве. Вот все это вместе и такое единство всех собравшихся, это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей. К другим темам. Детали по проекту «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» будут уточнены в ходе переговоров между делегациями Армении и США. Об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос, каким образом будет реализован этот проект и в каком формате будут обсуждаться детали его реализации. Детали будут уточнены в ходе контактов, обсуждений и переговоров между делегациями Армении и США, сказал министр. Говоря о
том, как это будет реализовано с азербайджанской стороны, Мирзоян отметил, что с Баку есть общие представления, которые отражены в подписанной в Вашингтоне декларации. По его словам, в ней зафиксировано, что снятие блокады произойдет на основе территориальной целостности, неприкосновенности границ, суверенитета и юрисдикции двух стран беспрепятственно и с взаимной выгодой. На вопрос журналиста, почему формулировка «беспрепятственная дорога» указана лишь по части обязательств перед Азербайджаном, дипломат ответил, что власти Армении уже неоднократно давали разъяснения по этому поводу. Цитата: «Мы неоднократно отвечали на этот вопрос. Указано взаимное беспрепятственное сообщение. А что такое беспрепятственное? Есть десятки конвенций, международных документов, где у Армении есть обязательства относительно того самого беспрепятственного, причем не только по отношению к Азербайджану», заверил Мирзоян. Он посоветовал исходить из того, что написано и опубликовано, назвав незначительными остальные замечания, озвучиваемые в том числе со стороны оппозиции. Дипломат также еще раз повторил готовность властей Армении как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном. Мы заявляли и при парафировании, и до этого, когда согласовывался текст в середине марта, что готовы начать консультации о месте и времени подписания в любой момент. Мы готовы и сейчас, подытожил глава МИД. Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает 7 пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для окончательной ратификации.